Заехала сегодня Кяхт. Не знаю, правильно выговорю, неправильно. Вроде я тренировался, ехал, но вроде получается Кяхт. Это нижний Кяхт, а там есть верхний Кяхт. Вот. Здесь вот такая красота. Стояночка такая самопальная. Ну, я думаю, со временем место хорошее. Я даже не знал, можно было здесь палаткой останавливаться, а не там, где я обычно останавливаюсь. Ну ладно, пойду я поднимусь. Я не знаю, верхний навряд ли я пойду. А вот нижний Кяхт. Сейчас я прочитаю. Вот он. Место для отдыха. Пасеку не размещать, с уважением. Кяхкой. Ну, как-то так. Нормально. Для первого раза пойдет. Я в прошлом году здесь был, но был уставший. Что-то... не то, что уставший, короче, не выспался я. Шакалы мне помешали, я плохо спал, я сюда проехал, посмотрел и не стал подниматься. Вот, это было еще весной. А сейчас уже осень следующего года. Ну, здесь пасека такая, красота. И пошел я вверх. Ну, больше некуда. В Ингушетии больше некуда ходить, как только вверх. Ну ладно, пошли. Одну ступеньку прошел. Вот, уже чуть побольше стало. Да, осень, конечно, впечатляет. Пожалуй, что в лучшее время не только в Ингушетии, а во всем мире. Я помню, на Алтай ездил. Ось меня поразила. Меня поразила красота. Как-то в Сургуте все-таки там не так. Там елки зеленые, они много красоты не дают. Так вот, ладно, хватит болтать. Здесь, оказывается, можно было даже подъехать. Вон коровки спят, отдыхают, покушали и отдыхают. И там еще одно строение. Даже интересно мне становится уже. Я решил вон туда пройти. Сначала вон той башенки, которая меня заинтриговала. Здесь-то понятно. А та башня вот в сторонке она стоит. Надо посмотреть на нее. Шиповник. Но он почему-то твердый до сих пор. Не мягкий. Тут вообще еще... нет, здесь как раз он уже мягкий. Ладно. Вот сейчас я иду и смотрю. Вот эта башня стоит, она похожа на боевую, может полубоевая. Но она запирает проход дальше. Дальше в это ущелье проход она запирает. Все продумано. Все-таки ингуши были военачальниками. Продуманными. Как сказать, не так просто, не разбойники, просто так. Вот. Ну давай я иду. Тут, конечно, это козьи тропы. Вот вход. Ой, черт, чуть не улетел. Прямиком щучкой не нырнул в эту башню. Вот вход нижний. Тут же опять он вход. Справа опять отверстие под балку. И опять можно бревно вставлять с насечками. И вот так вот раз. И сюда сходить. А нижний этаж. Я загляну сюда. Ух ты. Нормально. Крепко башня жалко. Вот трещина пошла уже. Мне жалко такие башни, честно говоря. Надо все-таки как-то найти решение вот это, чтобы вверх укрепить. Я же говорю, хоть какую-то, не знаю, стеклом залить. Я уже не раз говорю каким-нибудь. Есть же, неужто нет технологий, чтобы остановить. О, у меня телефон заработал. Ну вот.
Так, раз. Это я смотрю большое отверстие в стене. И на этом уровне только окошко. Я не вижу больше. Нет, это не так. Тут что-то должно по-другому быть. И там опять вот отверстие. Может, хозяйственное какие-нибудь? Не знаю. Но пол-то видно. Сейчас по периметру я веду. Это настил был. Ага, вот отверстие поперек сюда. И сверху настил жердочек. А это ниже, я не знаю. Может, какие-то хозяйственные. Для хозяйственных нужд. Но окошки небольшие. Там даже дерево сохранилось. Сейчас показывают это. Там кусочек дерева, перегородка есть. Можно. И тут дерево есть. Вот в этом окошечке я вижу. Вот. Вот такая башня. Окошко. Ну, небольшие. То ли окошко, то ли вход. Непонятно. Это я зашел уже внутрь башни боевой. Ну вот. Тут что-то накидано, намусорено. Ну все, я пошел на выход. Тут что-то закопченное. Да, точно. Даже нет, запаха нет уже, но оно копчено 100%. Вот он. Запаха копоти нету, значит. Тут птичка была. Я ей не помешал. Она давно уже улетела. Ладно, на выход. Идем дальше. Вот с этой стороны все крепенько. Небольшие трещинки пошли. Вот они пошли. Ну а так нормально. Она еще постоит, хорошая башня. Крепкая. Это раствор тех веков. Это не только раствор, это уже штукатурка желтая была, как на всех башнях. Тут даже она сохранилась каким-то образом. Так, вон они башни те. Где мне пойти? Наверное, обойду я здесь. Я могу не поснимать такую красоту. Меняю квадроцикл на коне. Мне нужен конь. Мне когда-то в Карачаево-Черкесии предлагали в Архизе квадроцикл поменять на коня. Ну куда его девать, того коня? Так, я что-то не так иду. Я спускаюсь опять обратно, что ли? Там склеп остался небольшой, но пускай будет. Не буду я беспокоить. Пройду сюда, посмотрю. Правильно я вышел. Вот они башни. Одна, вторая, третья. Одна, вторая, вернее. Вроде как стена осталась. Пока не вижу следов. Если вот на Селгей я видел вчера, позавчера вернее, там были отметки зеленой краской, значит строители были, посмотрели и отметили то, что будут восстанавливать. Здесь пока еще не вижу. Хотя она должна, по идее, она неплохо было бы их отреставрировать. Так, ну что, я жилой схожу сначала, как-то она мне ближе, а потом развернусь и пройду боевой, посмотрю. По-моему, туда уже ездить нельзя, но я еще запрещающих знаков не видел, надписи. Но читал. Там на той стороне слева очень много интересного. Не знаю, как получится. Не очень пограничники приветствуют туристов, мотоциклистов, пенсионеров. Так,
зря я сюда пошел. Ну ладно, уже пошел, так пошел. Это не иррационально. Иду. Зачем-то штатив с собой таскаю. Я же не кинорежиссер. Просто любопытный пенсионер. Так, ветер сильно дует, наверное, задувает он все. Вот так вот. Вот. Раз, два. Это вход или окошко. Это нижний вход. Так вот, камни здесь сохранились. Пройду я, гляну, какой вид открывался. Вот, все. Я же говорю, все продумано в Ингушетии было. Отсюда вид на те башни. О, наверху какие-то башни. Я вижу опять Бархане, по-моему. Или Исмаил, Ков. Я уже запутался в этих башнях. А, это Таргим. Вот здесь Таргим. Понятно. Ага. Это слева башня. Она под реставрацией уже взялись. Понятно. Ладно. Не буду умничать. Вот. Вот. Камней сколько сохранилось еще. И камни-то неплохие. Прям внутрь свалились эти камни. Ну все, я здесь заценил. Посмотрел. И пошел. Пойду в боевую гляну. Камни вот такие валяются здесь. Хочу сказать, башня в плачевном состоянии. Вот она, громадная трещина пошла. Не знаю. Штукатурка сохранилась. И вот эта трещина. Она в любой момент может рухнуть. Я даже входа не вижу. С той стороны входа быть не может. Нет, конечно, там боевой вход есть. Вот. Боевой вход есть, я его показываю. И все. Да. Башня в плачевном состоянии. Жалко. Собственно, тут и, наверное, и не подойти, не посмотреть. Как много засунул камеру. Ну все, тут даже не войти, наверное. Ну ладно, дело в том, что я ехал в карт, а потом вдруг свернул в Кяхт. Я свернул. И теперь я думаю, ну если верхний Кяхт идти, то я потеряю время и в карт не попаду. Не знаю. Давай я сюда поднимусь еще. Вот. Башня рассыпалась, а гора осталась. Я сейчас поднимусь и посмотрю сверху, что здесь есть на горы Ингушетии. Вот сейчас, как вот в древности ингуши ходили. Вот он поднялся на гору, да?
да. Тут можно сказать, что центр был. Вот здесь вот ХБРД, Таргим, Хамхи, Гекал. Центр древний, центр горной Ингушетии. Пытаюсь снять. Ага, с этой стороны я не зашел, не глянул. Можем было здесь пройти. Кто-то оставил свои надписи зачем-то. Ну, иду еще вот с этой стороны гляну. Собственно, что глядит, здесь уже изнутри я посмотрел. Штатив оставил, можно было здесь спуститься. Мотоцикл стоит. Вроде все камни можно было найти. Вот это решили, похоже. А это в горе искали. Вот это все. Вот кусочек здесь, когда стоит скрылся от ветра. Когда строительство было, эти камни, гора камней, потом собирали камни, потом приглашали мастеров, и они начинали строить. Какой-то интересный камень прям. Какая-то такая вот здесь. Ну, здесь кололи видно, а здесь гладенький. Видно кололи, прям древние мастера камни. Вот. Тут какое-то прям что-то сохранилось. Вот. Тоже. Может, пуля попадала. Может быть, все может быть. Это же мята. Ну да, мятой попробую. В карман набрать, я в багажник положу. Будет. Высушу, чай попью с ингушской мятой. Я тогда в косе не нарвал, меня жена наругала. Вот. Ой, какая красота. Ну все, пошел я в обратный путь. Посмотрю по времени, куда можно в плавнушке заехать, еще раз попроведать Арслана или Аслан, по-моему. Ладно, пошел я.